Для участников и гостей фестиваля «Голос Кавказа» Министерство информации и печати организовало экскурсию по достопримечательностям нашей столицы. Первым пунктом в списке стала церковь Михаила Архангела, основанная в 1868 году. Началась вся строительная кампания в Грозном. Этот храм был восстановлен в числе первых двух объектов на данном проспекте, потому что Далее гости посетили цветочный парк и рассказали о своих впечатлениях от пребывания в городе. Первый раз я давно мечтала побывать в Грозном, потому что об этом городе буквально ходят легенды. Столько красивых слов. Все, кто был, все, кто посещал этот город, говорят о нем только прекрасные слова, что он красивый, что он невероятный. Ну а то, что история у него такая драматичная, конечно, мы это все знаем. И давно хотелось посмотреть воочию, как этот город преобразился, на что он стал похож. Первый раз в Грозном, первый раз. Очень много слышали, как отметила, да, Наталья, очень много слышали об этом городе, не понимая до этого времени, почему столько приятных эмоций, как это может быть, да, казалось, как могут города отличаться, Ростов и Грозный, если мы, в принципе, как вы уже отметили, да, очень многие близки к Ростову, точно так же и бывают, учатся, живут. Но когда вот смотришь, да, эти коллажи, подтверждение того, что здесь происходило в 95-й год, да, вот фотографии мы увидели, понимаешь, почему, да, почему такие люди, почему такие добрые люди, почему так радушно, почему все так светло и почему, ну, вот так все гостеприимно. Ну, наверное, потому что ценят мир, дружбу по-особому. Свою порцию восхищения получил и высотный комплекс Грозный Сити. Здесь, к тому же, находится самый высокий и большой пятизвездочный отель на Северном Кавказе. Первый раз я сюда попала, все нравится. Я вообще под большим впечатлением, то, что не ожидала такого увидеть в Грозном. Но я думаю, в следующий раз точно сюда еще приеду погостить. Среди гостей, конечно же, есть те, кто приезжает в Грозный не в первый раз. Мне, как никому другому, можно это сравнивать. Я видел развалины, я видел голодный город, я видел людей, отчаявшихся в жизни. И сегодня я хожу по этим тенистым улицам и восхищаюсь силой воли, упорством, я бы даже сказал, упрямством чеченцев. Они сказали: да, мы вернем этот город к жизни. И они гордятся. Даже был разговор переименовать его Грозный. Помните, был такой разговор? Нет, он был Грозным и будет Грозным. И он таким становится с каждым днем все краше. Посетили гости и музей Аллею Славы, который приятно удивил и восхитил посетителей. Здесь они смогли увидеть кабинет первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Да, я нахожусь у вас в городе первый раз, вообще в республике первый раз, и я могу сказать, что очень интересно, гостеприимно, тепло нас встретили, очень приятно с этим событием. Вот мы сегодня целый день находимся на экскурсии, и очень интересная история связана с вашим городом и с вашей республикой. Завершилась экскурсия в сквере журналистов, где состоялось возложение цветов к монументу павшим работникам пера. Ну а после экскурсии состоялся мастер-класс для сотрудников региональных средств массовой информации, в котором журналист с огромным послужным списком Алишер Хаджаев и сотрудник радио FM на Дону Наталья Потапольская смогли поделиться с ними своим опытом. Башир Саутиев, Рамзан Мусаев, информационное агентство Грозный Информ.